Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Инспекция объектов инвестпрограммы. Визит в Абхазию делегации Минэкономразвития России. Избран руководитель Сухумского отделения политической партии Амцахара. Репортаж с заседания. Долгожданная помощь. Решение проблемы водоснабжения села Наа. Роспотребнадзор ввел новые правила для прибывающих в Россию граждан. С 15 апреля всем россиянам, въезжающим в страну любым видом транспорта, необходимо в течение 3 дней по прибытии в страну сдать ПЦР-анализ на COVID-19 и до получения результатов теста соблюдать режим изоляции. Установленные правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу, сообщает пресс-служба правительства Абхазии. Согласно новому документу, будет изменен режим и условия пересечения границы для граждан России, прибывающих из списка стран, указанных во 2-м пункте распоряжения правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года. В реестре указаны 29 стран, среди которых Республика Абхазия не значится. То есть новые правила не касаются граждан России, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок. Для граждан же Абхазии продолжает действовать распоряжение правительства России от 1 августа 2020 года, которое не препятствует и не регламентирует въезд в Российскую Федерацию. В Абхазию с рабочим визитом прибыла российская делегация во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Делегацию встретили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и председатель таможенного комитета Отар Хеце. Представители абхазской и российской сторон осмотрели инфраструктуру МАП «Адлер», после чего проинспектировали восстанавливаемые за счет российской финансовой помощи объекты в Гагре и в Сухуме. Все подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. Сразу по прибытию в Абхазию делегация приступила к осмотру объектов инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Начали с Гагры. В сопровождении вице-премьера, министра экономики Кристина Озган, главы администрации района Юрия Хагуш и начальника ОКС Тимура Агарба российская делегация осмотрела парк Принца Альденбургского и Колонаду. Восстановительные работы парка осуществляются в рамках мероприятия развития города Гагра как курортно-туристического центра. Благоустройство и озеленение территории осуществлялось предприятием «Абхазстрой». Общая стоимость работ более 71 миллиона рублей. На данный момент работы приостановлены в связи с отсутствием возможности финансирования мероприятия, так как стоимость контракта не соответствует лимиту финансирования, предусмотренного инвестиционной программой 2021. Капитальный ремонт набережной, то есть мы заменили тротуарную плитку полностью, заменили все коммуникации, которые проходят по территории парка, дренажную систему отремонтировали, энергоснабжение, освещение и озеленение частичное предполагается. Но на данном этапе практически до конца уложена тротуарная плитка, берегозащитная стена. Протяженность набережной получается? 1,5 километра. 1,5 километра вы поменяли плитку, да? Да, практически до конца. Но в связи с тем, что финансирование остановлено, сейчас работы не ведутся на Там объекте. небольшой участок остался. Да, остался небольшой участок. И внутри парка тоже предполагается укладка тротуарной плитки. В центре Старой Гагры расположилась старейшая и самая известная достопримечательность нашей страны – Колонада. Работы по объекту завершены, и он введен в эксплуатацию. Общая стоимость работ – 17 миллионов рублей. Далее делегация во главе с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым посетила проект компании «Тотус» современную гостиницу «Морская», к строительству которой приступили в 2017 году, получив льготное кредитование в российском банке в размере более 229 миллионов рублей. Объект представляет собой 7-этажное здание на 78 номеров. Строительство не было завершено в заявленные сроки. Осталось только ввести, да? Ввести в эксплуатацию. И с банком договорились, что они докредитуют. Нам кредитование здесь не нужно. Или не нужно? Укладываемся. Там два других то есть вот отеля. В рамках инвестпрограммы тоже Софинансирование мероприятия проводились. Да, это энергоснабжение этого отеля, установлены трансформаторные подстанции, линия высоковольтная проведена, канализация, водопровод, дорога. Может, не для этого в целом, наверное? Нет, здесь? именно для этого объекта. Именно здесь, да? Там программа, когда запускалась, практически по многим объектам софинансирование по линии инвестпрограммы. 23 миллиона рублей по софинансированию проекта по инвестпрограмме было.
Тут мощности свободные какие-то есть еще? Ну, тут у них две подстанции по 1 мегаватту, одна резервная, одна вот рабочая, которую они будут использовать. Осмотрели и напорный коллектор очистных сооружений канализации в Гагрском районе. Пока объект не работает. Чтобы он начал функционировать, необходимо подвести магистральный трубопровод протяженностью 11 километров и общей стоимостью 240 миллионов рублей к очистным сооружениям. Однако контракт на строительство напорного коллектора пока не заключен в связи с отсутствием необходимого лимита финансирования. А старый коллектор находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Стоит сколько проект? Ну, у нас стоимость проекта 1,5 миллиарда рублей. И плюс коллектор 1 700 000. Ну, плюс коллектор, да, это отдельное мероприятие. 1,5 миллиарда Но стоит очистные. в программах в 17-19 программе и в 20-21 у нас всего 580 миллионов было Он заложено. законтрактован Да. или как? Да, он законтрактован. Вот представитель подрядчика. Можно вас подойдете? Профинансировано 206 миллионов. Работ выполнено. И вы что делаете сейчас? Сейчас пока стоим. А почему? Приостановлено было финансирование объекта. Пока определяли схему. Да, дальнейшую. пока определялись дальнейшую схему работы, и на это время была приостановлена работа. Есть акт выполненных работ на сумму 13 миллионов. Тоже, пока его мы не финансируем. Стояла задача пересчитать смету по ценам 2020 года, 2021 года. Мы пересчитали, но еще не прошли экспертизу в Российской Федерации, так как получили одобрение всего 10 дней назад. Ну да, смету надо пересчитать, потому что закрывать вы будете там в рамках новых смет. Да, то есть Понятно. мы немножко потом у нас кредиторка будет появляться. Поэтому сейчас, как только закончим с актуализацией, и дальше будем двигаться. Но вы расписали, я правильно понимаю, этот Да. график, что в рамках корректировки сметы дальше начинает подрядчик, продолжает работать, вернее, точнее, так? Да. Далее члены делегации посетили очистные сооружения канализации. Общая работа по объекту на первом этапе составила 582 миллиона рублей. Финансирование было открыто в 2017 году. Лимит 2021 года – 372 миллиона рублей. По инициативе УКС Республики проводится перерасчет сметной стоимости на текущий уровень цен, после чего будет принято решение о дальнейшей реализации мероприятий. 5 КНСок у нас, вот основная узловая, она готова, функционирует. Остается только там полпятая. Мощность какая это, четвертая? Мощность 12 тысяч кубометров в сутки. 12 тысяч Да. качает? Да. А очистные на 20 строят? 4 на 20. А зачем? Там еще Пицунда. Пицунда. Пицунда будет. Пицунда туда будет Да. добавлять? То есть это не один коллектор? Да. Пицунский коллектор это другой. Он туда же другой. подходит, к этим очистным. Сейчас в работе сколько? В работе 4, 5 пока 4? не функционирует. Да. 5 не функционирует, там есть какие-то технические... Это у него резервное питание? Да, генератор, подстанция с 2 трансформаторами. Ну и здание на старой насосной Старые станции. здания вот так выглядят. Да. То есть они стоят рядом с новыми КНСками. Делегация также посетила подстанцию 220 БЗИП. Ее реконструкция предусмотрена в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономического развития Республики Абхазия» на 2020-2022 годы. Предусмотрены работы в несколько этапов, что позволит увеличить мощность подстанции. Здесь уже установлен новый трансформатор мощностью 125 мегаватт стоимостью 145 миллионов рублей. Еще один аналогичный трансформатор будет доставлен на подстанцию в ближайшее время. Второй трансформатор заказан уже в рамках существующего контракта. 149 миллионов рублей. Когда поставка? Поставка через 6 месяцев. 6 месяцев? То есть в этом году поставите, В этом году и в ставим. этом году закончите? Нет, реконструкция у нас рассчитана на 2 года, 21-22 год. 22 Вся, год. да. А трансформаторы, которые здесь были, их куда направляете? Один трансформатор сгорел тут вовсе. В последнее время подстанция работала на одном трансформаторе 63 мегаватта. Вот он стоит демонтированный. В принципе, на капитальный ремонт отправим, а потом уже руководство Черноморэнерго решит куда-то. Да. ремонтируете, нет? Далее члены делегации направились в столицу, где посетили подстанцию Сухум-1. Помимо того, что подстанция нуждалась в капитальном ремонте, который был заложен в инвестпрограмму, она пострадала еще и во время пожара в прошлом году. На сегодняшний день значительная часть работ уже проведена. Рабочая командировка российской делегации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым продлится в Абхазии 3 дня. Ее цель – обсуждение вопросов социально-экономического развития страны. У нас на повестке дня много вопросов, в том числе, конечно, энергетика.
политика, инвестиционная программа, ее реализация, этапы, решение вопросов реализации программы гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации, а также завершение процесса реализации проектов, связанных с льготным кредитованием. Вот, в принципе, это тот блок вопросов, который мы предполагаем рассмотреть. А по объектам пока итоги? Итоги мы будем подводить уже завтра. У нас будет совещание в правительстве. Сегодня мы осмотрели ряд объектов инвестиционной программы 2020 года, в том числе переходящих от программы 2017-2019 годов. 16 апреля Сергей Назаров намерен посетить строящиеся объекты в Тхорчале и Ачимчирском районе. Сария Кварцхеля, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня принял делегацию Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Состоялось расширенное заседание с участием вице-президента Бадры Гунба, премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, руководителя администрации президента Алхаса Квициния, заместителя руководителя администрации президента Джансуха Нанба, вице-премьеров правительства Владимира Делба и Кристину Озган, председателя Государственной таможенной службы Утара Хеце. Приветствуя членов российской делегации, президент выразил уверенность в том, что сотрудничество между абхазским и российским экономическими ведомствами будет успешно продолжено. На заседании обсуждался ход реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Обсуждались и другие вопросы абхазо-российского сотрудничества. Визит российской делегации продлится 2 дня. 15 апреля в Абхазии отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов прокуратуры поздравил президент Аслан Бжаня. Профессионализм, принципиальность и верность служебному долгу являются основными требованиями к сотрудникам органа, призванного осуществлять надзор за соблюдением закона. В правовом государстве прокуратура играет ключевую роль в обеспечении законности, правопорядка, защите конституционных прав граждан страны. Рассчитывая на то, что Генеральная прокуратура и ее региональные подразделения усилят работу по раскрытию резонансных преступлений, борьбе с организованной преступностью и коррупцией. От вашей компетентности, бескомпромиссности и последовательности во многом зависят мир и спокойствие граждан. Абхазия отмечается в частности в поздравлении главы государства. С профессиональным праздником сотрудников районной прокуратуры поздравил исполняющий обязанности главы Ачимчирского района Беслан Беглава. Отметив важную роль работников прокуратуры в деле обеспечения правопорядка и законности, глава районной администрации пожелал им успеха в деле служения профессии и преподнес памятные подарки. В Министерстве внутренних дел прошло совещание, посвященное итогам деятельности ведомства за первый квартал 2021 года. В совещании, которое вел министр Дмитрий Дбар, участвовали заместители министра, начальники подразделений Центрального аппарата МВД, а также городских управлений и районных отделов внутренних дел. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. О результатах работы подразделений МВД Республики за отчетный период доложил начальник штаба МВД Даур Ажиба. Согласно статистическим данным, за 3 месяца текущего года по республике зарегистрировано 197 преступлений общеуголовной направленности, из которых оперативно раскрыто 160, что составляет 81,2% раскрываемости. За аналогичный период 2020 года процент раскрываемости составлял 64,9 из 151 совершенного преступления. Данный показатель достигнут в результате усиления оперативно-розыскной деятельности по выявлению фактов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, а также наркотических средств и психотропных веществ, и составил увеличение выявления фактов преступлений в данных категориях на 69. Первый заместитель министра внутренних дел Руслан Ажиба, курирующий оперативный блок милиции, подвел итоги криминогенной ситуации в городах и районах республики, определив меры по предупреждению и недопущению совершения преступлений и методы их реализации по территориальности. Дмитрий Дбар поставил на особый контроль намеченные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие ряда преступлений, а также установлению местонахождения и задержания лиц, скрывающихся от следствия суда. Начальники территориальных подразделений отделов внутренних дел отчитались по исполнению отдельных указаний министра внутренних дел, установленных в 30-дневный срок с 1 марта текущего года.
Усильте работу по выявлению наркотических средств, оружия, чтобы в городах не стреляли. Это самое главное, от чего мы должны избавиться. Еще раз повторяюсь, по майнингу. В каждом районе, где мы будем приезжать и будет выявлено больше всего ферм, может пострадать начальник милиции. Потому что есть четкий приказ президента, что отвечает и милиция, и главы района, и все ведомства, которые там находятся. Управлением уголовного розыска МВД поставленная задача выполнена. Увеличено выявление фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия на 25%, с 15 до 20 преступлений. Сотрудниками УКОН МВД за 30 отчетных дней выявлены 4 преступления, связанные со сбытом на территории Абхазии наркотических средств в особо крупном размере. Раскрываемость составила 100%. По результатам представленных рапортов Дмитрий Дбар дал ряд служебных указаний. Министр оценил как неудовлетворительную работу районных отделов внутренних дел по выявлению отдельных категорий преступлений, отметив положительные результаты в части обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности на всей территории республики. Могу похвалить ГАИ. Хороший результат показали зарплату, но это не означает то, что вы должны расслабляться. Хорошо поработали, уменьшились аварии на дорогах, увеличились штрафы, которые вы выявляете, и нарушения. Это хороший результат. Это отмечено и главой государства, и в целом Министерством внутренних дел. Но все равно надо усилить рейдовые мероприятия и усилить контроль на дорогах. Самое главное это на республиканских трассах. С мая месяца пойдет заполнение по отдыхающим по всей стране. Мы скоро перейдем на усиленный режим работы. По результатам профилактических и рейдовых мероприятий за первый квартал текущего года сотрудниками госавтоинспекции выявлено 18 396 нарушений ПДД, что на 9 336 фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные цифры назову. Значит, ДТП за 2021 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 40%. Погибших за первый квартал 2021 года стало на 60% меньше аналогичного периода прошлого года. Раненых в ДТП стало на 40% меньше аналогичного периода прошлого года. То есть по этому направлению, благодаря той работе, которая проводится ежедневно, и тем мероприятиям, которые проводятся силами ГАИ центрального аппарата, у нас есть изменения, есть результат. Еще хочется отметить, что за 3 месяца этого года на 783 человека, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, выявлено больше. То есть это хорошие показатели, на которых мы не будем останавливаться, будем идти дальше. Беслан Чкаду отметил, что уже сегодня ведется активная подготовка к летне-курортному сезону, и важная задача подразделений милиции и общественной безопасности – обеспечить комфортное пребывание в республике гостей Абхазии. У нас намечены мероприятия и вот, с 1 мая, тоже когда ближе к сезону летне-курортному, в соответствии с приказом министра, который вами и указанием главы государства, проведено совещание где-то начальников ГАИ, начальников милиции, сейчас доведем, оно разослано всем. Значит, строго-настрого запрещается уже со вчерашнего дня останавливать автотранспортные средства иностранных граждан с иностранными госномерными знаками, заезжающими на территорию Республики Абхазия для отдыха, без явно грубых нарушений правил дорожного движения. Если есть грубое нарушение, создало аварийную ситуацию, или его жизни что-то угрожает, только в таких случаях мы имеем право их останавливать. За этим, в соответствии с приказом, будет следить Управление собственной безопасности, Управление воспитательной работы, ответственный начальник ГАИ и я. Будем проводить ежедневную профилактическую работу. Дмитрий Дбар отметил, что на сегодняшний день увеличена заработная плата сотрудников милиции и наращено материально-техническое обеспечение органов внутренних дел, но необходимо повышать профессиональный уровень и служебную дисциплину личного состава, оперативно исполнять поставленные руководством задачи. Персональную ответственность и контроль за несением службы сотрудников органов внутренних дел министр возложил на руководителей подразделений ведомства. В служебном порядке министрам даны указания по отдельным направлениям несения службы подразделениями МВД, обеспечению общественного порядка и безопасности в республике.
За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения Мэрит Хагушевой присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 15 апреля отмечается Международный день культуры. Работников культуры и деятелей искусства Абхазии поздравил министр Гудис Агарба. Уважаемые работники культуры и деятели искусства, от всей души поздравляю вас с праздником. Своим трудом вы обеспечиваете сохранение и приумножение культурно-исторического наследия нашей республики, утверждаете высокие нравственные ценности, помогаете понимать и ценить прекрасное. Развитие культуры прямо влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи. Вашими трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу возвращается глубокое отношение к культуре, как важной составляющей жизни нашей страны. Дорогие коллеги, искренне благодарю вас за подвижнический труд, за преданность любимому делу, за талант и радость, которые вы щедро дарите людям. Желаю дальнейших успехов в вашей деятельности, хорошего настроения, крепкого здоровья и благополучия. Премьер-министр Александр Анкваб поблагодарил руководство Федерального научно-клинического центра ФМБА России, в котором проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства. Искреннее восхищение и глубочайшее уважение вызывает бесценный научный и профессиональный потенциал научно-клинического центра, опыт врачей и среднего медицинского персонала, самоотверженность, с которой они отдают все свои силы и знания благороднейшей миссии – спасению людей. Обретенная мною возможность не только вернуться к работе, а без преувеличения к самой жизни – результат профессионализма и слаженной работы сотрудников центра, говорится в письме Александра Анкваба на имя руководителя Федерального медико-биологического агентства Вероники Скворцовой. На развитие сельского хозяйства из государственного бюджета выделено 100 миллионов рублей. По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа, эти средства будут распределены между предпринимателями, в планах у которых начать свой проект. Для этого создана специальная комиссия. В нее вошли представители Минсельхоза, Минэкономики, Минфина, Кабинета министров и администрации президента. Чтобы обсудить вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью Министерства сельского хозяйства, Беслан Джопуа встретился с членами комиссии. С бюджета основная сумма должна быть направлена именно по этой программе, исходя из этой программы. И я думаю, что там основное такое направление, если взять там животноводство, птицеводство там, или растениеводство, там суммы как бы указаны. Есть такая дорожная карта, не более миллиона на один проект по растениеводству и не более 600 тысяч по животноводству. Ну, наверное, мы будем придерживаться. Наверное, хорошо, что люди уже очень активно принимают участие. Я имею в виду люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством в селах, предпринимательством, именно касаемо нашей сферы деятельности, и обращаются к нам. В столичном отделении политической партии Амцахара прошла встреча, на которой была утверждена кандидатура Астамура Герхелия на должность главы Сухумского отделения партии. Репортаж Эсма Гуланция. Участники встречи единогласно утвердили Астамура Герхелия главой Сухумского отделения партии. По словам членов Амцахара, несмотря на молодой возраст, Астамур Герхелия в рядах партии давно и уже успел проявить себя с наилучшей стороны. Наша партия пополняется молодыми, образованными, грамотными и патриотичными людьми. Астамур Герхелия, мы уверены, что на этом посту сможет сплотить вокруг себя вновь поступающую к нам молодежь, а также старых членов партии, возглавить и достойно вести ее дальше к достижению нашей цели. А наша цель у нас с вами одна – это построение независимого процветающего государства Абхазия. От лица президиума председатель партии Амцахара Лёсик Цугба одобрил кандидатуру Астамура Герхелия, охарактеризовав его исключительно с положительной стороны. Очень активный молодой парень, смелый, отважный, умный, грамотный, и вокруг него очень хорошая молодежь собирается. И не для того, чтобы совершать какие-то
неправомерные действия, которые полезны для нашего государства. Политическая партия Амцахара сегодня насчитывает более 3000 человек и является самой многочисленной в Абхазии. В ее структуру входят районные и городские отделения. Партия была основана в 1999 году как Союз ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, позже преобразована в ОПД. Мы очень рады, что сегодня такая политическая партия, как Амцахара, флагман для нас, для всех, идет по пути омоложения своего состава, и что сегодня Астамур Герхелия возглавит Сухумское отделение партии Амцахара. Это подтверждает о том, что у этой партии есть большое будущее, и все мы рядом будем поддерживать такую уважаемую ветеранскую организацию, как Амцахара. Астамур Герхелия поблагодарил ветеранов за оказанное ему доверие и заверил, что оправдает возложенные на него надежды. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Жители села Наа Гулрыбского района уже много лет испытывают трудности с водоснабжением. Кроме того, сельская школа, в которой учатся 38 детей, находится в плачевном состоянии. На проблемы сельчан обратила внимание армянская община Абхазии. Подробности в репортаже Шазины Ханагуа. Вот уже на протяжении многих лет жители села Наа Гулрыбского района сталкиваются с проблемами водоснабжения. Почти 40 лет здесь не менялись коммуникационные сети, вследствие чего постоянно текут трубы. Проблема особенно обостряется летом. Трубы прогнившиеся, утечка воды много. Минимизированными потерями сил. В общем, вот так скажу, наверное, это будет грубо сказано, но это будет правда, потому что утекает вода очень много. Люди стараются минимум расхода, чтобы оставалось для пищи, для крестьянской жизни. В селе Наа Гулрыбского района проживает около 200 человек. По словам местных жителей, вода идет очень плохо, не хватает запасов. Совсем недавно сельчане вместе с администрацией обратились в армянскую общину Абхазии за помощью. Ждать ответа долго не пришлось. При поддержке общины совсем скоро здесь начнутся работы по прокладке новых труб. Мы закупили 2,5 километра труб. Уже месяца 3 тому назад мы заказали, привезли, и мы приехали для того, чтобы начать работы. Вот. Если не будут хватать, и мы готовы дальше приобрести для того, чтобы село обеспечить водой. После того, как обратились жители в армянскую общину, в частности, к Галус Парнаковичу, было, конечно, сразу отреагировано в положительную сторону, на что мы и благодарны. Галус Парнакович, честно говоря, не оставили наш вопрос, так скажем, в стороне. И это было сделано с положительной стороны, результаты прямо у нас за спиной. И я знаю, немало важную роль сыграл Рубен Альбертович. Ему тоже, конечно, спасибо. Честно говоря, мы этого человека в лицо не знаем, но знаем, что, исходя из него, тоже немало что означило. При финансовой поддержке сочинского мецената Рубена Татуляна армянская община Абхазии оказала помощь и сельской школе, в которой учатся 38 детишек. В школе много лет не проводились ремонтные работы. Сейчас здесь заменяют окна. Ситуация катастрофическая была сначала. И крыша текла, и окна были все разбиты. Мы как могли латали, там по кусочкам ставили стекла. Сперва крышу поменяли нам, потом в классах окна, и потом постепенно в коридоре начали, 2-й этаж поменяли, в этом году привезли для 1-го этажа в коридоре окна. В селе Пшап функционирует спортивная школа, в которую ходят около 120 спортсменов. Раньше заниматься спортом ребятам здесь было сложно, так как не было условий, протекала крыша, пол местами проваливался. Но благодаря поддержке общины и мецената сегодня молодые спортсмены занимаются в отремонтированном помещении. Мы долго этого момента ждали. Где-то года 10 мы мучились, как бы тяжело было в селе. Вот ремонт сделали. Закончили, там у нас что-то получилось с полом проблема, и нам помогли, вот нам помог Садлера Татулян Рубен Альбертович, с полом отправил нам резину, очень сильно помог, вот мы даже не знали дальше, как быть нам, как закончить это с полом, проблема большая, территория очень,
И тренировки, считайте, что на улице делали. По словам главы армянской общины Абхазии Галуста Тарбизаняна, с начала учебного года поддержка была оказана многим средним образовательным учреждениям республики. Для нас нет именно значения, это какие школы. По национальному признаку мы помогаем первому открытию абхазской школы Гагарской, интернату абхазскому, русской школе, армянской школе. По 200, по 300 тысяч. Но были предложения, чтобы мы не деньги давали, а закупали материалы, потому что им обходится легче им больше материалов купить, а своими силами они могут восстановить это школы, там, родительские комитеты. Вот так мы 7,5 миллионов мы раздали по школам. Кроме этого, мы помогаем спортклубу, комитет по спорту. Армянская община Абхазии и дальше будет оказывать поддержку тем, кто к ним обратится. Шазина Ханагу, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 16 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. Во второй половине дня местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 14-19 тепла. Температура морской воды плюс 11. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.